Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Ваша жизнь через год». И, естественно, это, раз я лицом тут перед вами сижу, однопозиционный расклад. Поэтому не смущайтесь и не переживайте. На каналах у меня полно видео на 4, на 3 позиции. Вы можете смотреть их, если вам не нравятся однопозиционки. А у нас сейчас с вами вот такой личный, замечательный, можно сказать, немножечко психологический расклад лицом. И сегодня еще и с Демушкой, с нашим Демушкой. Я не знаю, будет ли он сидеть весь этот расклад или не будет. Использовать я буду, как вы думаете, какое таро? Таро мопсов наших замечательных. Вот такие мопсики у нас, сейчас я вам покажу на некоторых картах, да? Тут у нас на каждой карте практически есть мопсики. Наш Демушка очень любит гадать, но не всегда он любит сидеть на ручках. Поэтому вот я его сейчас посажу вот сюда. Если он будет сидеть, он будет. Если нет, ну сколько-то вы на него посмотрите, на нашего мальчика. Я его иногда угощаю вкусняшками, иногда не угощаю, но сегодня я честно говорю, что он уже гадал на канале Школа Таро и уже перекушал, да. Поэтому мы просто с ним посидим. Он, я думаю, что может даже уснуть во время нашего гадания. Это ничего страшного. Итак, вот наши с вами карты. Вот таро мопсов замечательная. И мы посмотрим вашу жизнь через год. А какой она будет? Ну, естественно, сюда попадают только те люди в эту категорию, да, этого расклада, кто случайно наткнулся на наше замечательное видео. Вот. Ну и давайте с вами, как обычно, сдвинем 3 раза, да? Сдвинем 3 раза, мой дорогой гость или гостья. Кто там ко мне пришел, да? Давайте. 1, 2 и... Ой, извиняюсь, 3. Я просто боюсь, что Демушка возьмет и начнет прыгать с дивана. Ему прыгать нельзя. Итак, смотрите, на дне колоды какая замечательная карта. Это у нас король кубков. Вот такой король кубков, кстати. Заметьте, да, сегодня он нас преследует, этот король кубков. Он сегодня везде у нас попадается, поэтому это, ну, настоящий знак. Смотрите, у вас, скорее всего, в ближайший год разворачиваются события вокруг личной жизни очень серьезно. Причем, даже если вы находитесь, ну, не знаю, в браке, там, да, все равно будут какие-то перемены в лучшую сторону. Король кубков – это сердечность, это душевность, это поддержка, это романтика и замечательные именно события в личной жизни, когда люди, ну, строят такие хорошие отношения, любовные отношения, доверительные. То есть это все по королю кубков всегда происходит. И вы знаете, карта говорит именно о глубокой любви и о том, что можно долгие годы вообще быть вместе, да, по этой карте. Карта очень-очень красивая и замечательная, с нашим великолепным Демидушкой прямо, да, нарисованным здесь. Хорошо. Теперь мы обсудим вашу жизнь через год. Что там вас ждет такое, да? Давайте сначала обсудим общее положение. Ну, то есть, вообще, как она сложится, эта жизнь через год у вас, да, вот в общем, какая карта, да, это будет. Так, я здесь вижу карту отшельник. Видите? Отшельник означает, что в течение ближайшего года вы достигнете духовного роста, вы начнете осознавать, для чего вы пришли в этот мир, какой у вас путь, какая у вас миссия на Земле, зачем вы проходили именно вот такой путь с испытаниями, да, в жизни, откуда взялись эти испытания, чему они вас научили, то есть полный анализ за этот год вашей жизни. Это проработка. Причем такая, знаете, невероятно серьезная проработка, когда человек, ну, начинает понимать, вот почему у него именно были такие родители, почему у него были такие ошибки,
зачем он это сделал, да, какие-то поступки, да, там ошибки совершил, или, может быть, даже плохие поступки. За что вы себя обвиняли, да, вот вы себя перестанете обвинять. Вы начнете понимать, что это все было нужно для того, чтобы ваша душа проходила какой-то определенный путь. Вот. И раз вы этот путь прошли, значит, вы этот опыт приобрели, и вы теперь можете чему-то даже людей научить. Вы можете проработать отношения с близкими и, наконец, отпустить их. Вы знаете, нужно всегда уметь отпускать мужа, жену, когда вы уже с ними живете даже. То есть не при разводе отпускать, не при смерти отпускать, да, а когда вы прям с ними живете. Потому что мы каждый день имеем ожидания от своих близких, и, к сожалению, так получается, что раз эти ожидания не всегда выполняются, мы обижаемся. И вот вы начнете понимать, что нужно всех отпустить. Родителей, на которых вы обижались, детей, может быть, да, на которых вы тоже обижались, друзей, подруг, одноклассников, и мужа, жену или просто близкого, любимого человека. Отпустить нужно всех. Вот у вас прям такая конкретная будет стадия и конкретная такая проработка. Кстати, Демид, вот заметьте, да, Демид, он лежит. Вот он абсолютно спокойно и нормально. Вот мне многие пишут, что я его, типа, когда он гадает, мучаю. Но ведь он даже вот не собирается никуда. Он бы, если бы хотел, он бы тут такое устроил. Знаете, бы начал как кочевряжиться, чтобы я его с дивана спустила. А ведь он нормально себя совершенно ощущает, чувствует. Я вот хочу, чтобы его было чуть-чуть видно хотя бы вот так, да? Давайте я буду вот так вот гадать, чтобы его было видно в кадре нашего мальчика. Я думаю, что с мальчиком будет еще интереснее для вас. Так, теперь мы смотрим, что у вас будет в финансовом плане вообще, в принципе-то, да. Интересно же, как изменится материальное положение. Вот каким оно у вас будет через год. Каким будет материальное положение через год. Так, я здесь вижу пажа жезлов. Вот посмотрите внимательно. Тоже наш Демидушка тут, да. И паж жезлов, он, естественно, показывает новые возможности, яркие открытия. Дело по душе, вы чему-то будете учиться, что-то познавать. И у вас как раз в ближайший год, вот именно состояние через год, растут финансы. Я не говорю, что они будут расти прямо сейчас. Мы это погадаем в другом раскладе, хорошо. Но состояние именно через год финансовое, да, новые возможности, яркость, воодушевление и рост. То есть вот так. Это не какой-то конечный результат и не какое-то конечное положение. Придворная карта здесь не крайняя, то есть не король. Здесь именно паж. А значит, что до короля нужно будет дорасти в каком-то деле. То есть это дело идет в некой начальной, что ли, стадии. Не в стадии идей, а в стадии именно обучения и познания этого дела. Так, смотрим дальше. Теперь меня не видно. Демида не видно, и меня не видно. Никого не видно теперь. Лёба, Дём, тебя должно быть видно. Мяхряк, мой мяхряк, тебя должно быть видно. Так, любовная жизнь. Что у вас через год будет в любовной сфере? Давайте смотреть. Классная карта, это двойка пентаклей, двойка сосисок, да? То есть у нас в этой колоде мопсов сосиски — это пентакли, и у вас вот двойка пентаклей. А это значит, что в личной жизни придется сделать какой-то выбор через год. Ну, то есть у вас идет игра, у вас идет флирт, у вас забавность такая прям в отношениях с кем-то, да? И выбор, вот, допустим, окончательно остаемся вместе или нет. Вот видите, там у вас не зря король кубков, да, выпадал. То есть это такая сильная любовь, невероятная. И вот остаемся или нет. Допустим, переходим ли в какую-то серьезную стадию или еще пока в той стадии, да. А дальше, значит, сомнения какие-то идут по поводу личной жизни. Ну, допустим, выбрать одного партнера или второго партнера. То есть нужно определиться. Давайте еще, конечно же, карту достанем здесь. Это важно. Дальше у нас идет сила. Сила, видите? То есть вы с кем-то определяетесь и остаетесь. Вы определяетесь, что вам нужны именно серьезные эти отношения. И идет невероятная близость друг с другом.
любовь, единение, страсть, взаимодействие. То есть у вас действительно будут развиваться личные отношения. Не бойтесь этих качелей по двойке сосисок, а понимайте, что вы придете к силе, то есть с помощью этой двойки сосисок, да, вы продемонстрируете человеку все свои прекрасные качества. Он продемонстрирует эти качества вам со своей стороны, понимаете? И вместе вы поймете, что вы приручили друг друга по карте сила. То есть именно идет момент приручения. Идет момент вот такого хорошего взаимодействия. Дмитрий решил перелечь. Ему жарковато было ко мне прижиматься, да. И вот смотрите, сила часто означает брак, предложение руки и сердца. Она часто означает, что супруги наконец притерлись и перестали ссориться. Да, у них были моменты качелей, да, в отношениях, то есть ты нарушаешь мои границы, я нарушаю твои границы, теперь мы притерлись, мы научились договариваться. Это уже большие плюсы, да. Хорошо, давайте посмотрим ваше энергетическое состояние, которое влияет именно в итоге и на здоровье, да, и на все остальное. Так, энергетическое состояние. Так, неправильно перевернула случайно, да? Мы здесь видим карту тройка кубков. Ну, вы знаете, по здоровью, по энергетике у вас будет все отлично. Вы будете, скорее всего, часто вращаться в обществе, и у вас на это будет хватать энергии, сил. Более того, тройка кубков всегда говорит, что человек, ну, абсолютно здоров, энергетически силен. Если вы сейчас больны, вы поправитесь через год уже. То есть у вас будет действительно хорошее такое вот состояние, душевное и физическое. Это вот я вам гарантирую, потому что тройка кубков, да, это счастливая карта, она исполняет многие желания. Если вы сейчас от чего-то страдаете, она явно поможет решить вам эти вопросы. Думаю, спустить его, не спустить. Он как-то, знаете, так нет, уже не хочет, по-моему, сидеть. Дема, иди ко мне, иди ко мне. Давай догадаем вместе. Хочешь догадать вместе? Такой хороший мальчик, да? Ты хороший мальчик. Нет, надо его отпустить уже. Сейчас, минутку. Все, спустила его с дивана. Итак, теперь мы с вами посмотрим итоги. Вот какие вы сделаете выводы через год о своей жизни. Ну, то есть, довольны вы этой жизнью вообще будете или нет? Он теперь ждет, что его наградят. Смотрит на меня. Так, у нас здесь рыцарь жезлов, да, рыцарь жезлов, палочек. Смотрите, рыцарь жезлов, он показывает, что вы будете активны. Вы будете к чему-то стремиться, вы будете куда-то, не знаю, ехать, путешествовать. Вы будете довольны, вы будете полны энтузиазма. Между прочим, эта карта также символизирует некого мужчину. Если женщина догадает, то рядом с вами явно вот уже много знаков, что будет человек. И этот человек, он поддержит вашу активность. То есть вместе можно куда-то ехать, можно делать какие-то свершения, можно заниматься там общим делом, общим бизнесом. То есть у вас это все вот будет. И вы будете, опять же, энергетически очень заряжены, активны, и вам будет что делать. Вот это важно, я считаю. Будет именно чем заниматься-то в жизни, да? Когда человек горит, когда у него есть желание что-то творить. Ну вот такой ответ сегодня вам дали карты по поводу вашей жизни через год. Пишите свое мнение. Всем спасибо за внимание. Демид вам передает привет. Всем пока и до новых встреч.